Мы – это наше прошлое. Мы пришли оттуда, из вчера, которая стала нашей вехой, которая нас сформировала, повлияла на нашу личность, сделала наше завтра. Я хочу поделиться реконструкцией куска памяти полевых сезонов 1995-2000 годов работы в археологической экспедиции под руководством Усмановой Эммы Радиковны в городе Лисаковске Кустанайской области. Лисаковск – это небольшой город горняков и строителей с богатой историей. Лисаковск – город радуг, город неба куполом, пылающих зорниц далекой грозы, огромных бесчисленных звезд над пионерским лагерем «Алые паруса», где разместилась экспедиция первого для меня года. С небом связано воспоминание о катании на дельтаплане с моторчиком при надвигающейся грозе. Ребята делали аэроразведку местности и с удовольствием предложили полетать. Уже на земле ощущаешь, как здорово, что болят мышцы на лице от улыбки счастья. Конечно, в небе это солнце, дающее энергию всей жизни на земле, как в древности, так и сейчас солярный круг, отразившийся орнаментом на донышках андроновской керамики. На земле Лисаковска царят мощнейшие энергии творчества. Мы с трепетом прикасались к творениям древних мастеров-металлургов, гончаров. За небольшой отрезок времени жизни в экспедиции как все интересно сходилось, сколько нового, сколько параллелей. Здесь разворачивалась целая драматургия взаимоотношений, рождающая шутки, поговорки, присказки экспедиции. География членов экспедиции обширна. Это москвичи, казанцы, уфимцы, карагандинцы, кустанайцы, тимиртаусцы. Очень-очень интересные люди, все очень разные, делающие пространство внутри экспедиции незабываемым. Так образовывались связи на всю жизнь. Экспедиция – это место, где встречают караван верблюдов Алтай-Дунай, где проходит выставка интересного французского художника Вазарелли, где здорово играют на гитаре и поют. Экспедиция собирала художников. Так, в 2000 году москвичка Наталья проводила уроки рисования для всех желающих членов экспедиции, потом была устроена выставка портретов в столовой и сборника афоризмов археологов того года. В 97 и 98 годы это большая художественная тусовка мэтра Марата Джунусова и нескольких полуметров искусствоведа Натальи Иваниной, художников Аси Черкаевой, Ляки Шейкижановой. Удивительные, полные солнца и красок картины Ляки, знакомство с ее многогранным и ярким искренним талантом. И каждый год масштабные, костюмированные, восхитительные карнавалы в честь Дня города, растекающиеся пестрой лентой по улицам Лисаковска. Экспедиция – это кухня, это большая честь кормить членов экспедиции. Экспедиция – это камералка, чистка артефактов, сбор пазла из черепков найденного сосуда. Экспедиция – это неожиданные приятные поездки. Так, с Юланой мы отвозили Риму в Казань и посмотрели местные музеи на пике экономического дефолта. Археология – это тяжелый труд выкинутых лопатой кубометров земли, подвинутых отвалов, зачищенных камней и вырубленных бровок в условиях, когда солнце входит в полную для лета силу. Самая мощная находка тех лет – это был жертвенный столб, символ мирового древа жизни, верх которого украшал череп барана. Своего идола древние люди, прежде чем покинуть поселение, схоронили с большими почестями. Снизу столб был подожжен, затем закидан камнями и засыпан землей, так он лучше сохранился бы, ибо люди намеревались сюда вернуться. До сих пор, однако, не разгадано, почему они ушли. Сложный, магический, мистический мир.
эзотерика эпохи бронзы, когда ветер вечности шелестел каменными страницами истории. Это была встреча с правилами жизни и смерти, которые состоялись почти 4000 лет назад. Работая в поле, проникаешься атмосферой занятия и чувствуешь раскоп. Мне довелось быть свидетелем просто изумительного везения, присутствовать при моменте, когда ровно в середину дырочки сарматской бусины входит кайло шахтера Виталия и не губит, не оставляет следов в этой красавице, лежащей в изголовье каменной оградки могилы. Это воспоминание, когда ты сидишь в очень глубоком раскопе, песчаной почвы, это где-то 2 метра вглубь. Эмма Радиковна рассуждает о захороненной здесь ведьме, ты в ситуации, тема принята, и вдруг на краю песчаного колодца и синевы неба встает человек 20-го столетия. У него играет магнитофон, да, это было так давно, и в твоей вселенной на данную секунду времени есть понимание не то чтобы отторжения современной действительности, но какая-то сиюминутная принадлежность андроновскому времени. Эдакий скачок времени в сознании. Как не отметить великую реку Тобол? Это катание на катамаране с москвичами в лилово-розовый закат и сияющую на небе звезду, когда неслась песня на иврите. В один из сезонов это переправы на катамаранах и лодках на другой берег, где копали курганы. Тобол – река времени не иначе. Купание на красных скалках, понимание, что оттуда андроновцы брали красные камни для своих захоронений. Через 16 лет для счастливого числа я вернулась в экспедицию с дочерью Дарьей и приехала не только 7-й, но и 8-й и в 9-й полевой сезон. Удивительно светлое воспоминание от впечатлений, когда хозяин раскопа Александр Суслов встречает нового работника. Он ходит гоголем, показывает товар лицом, он очень горд показать всю эту красоту, и в то же время ему надо по-мужски быть сдержанным. И стоишь ты, много лет назад ездивший в эту экспедицию человек, очень сильно волнуешься от всего увиденного, от энергетики места, от радости встречи со знакомыми и любимыми людьми. Как мне повезло увидеть то, что видел не каждый. Пусть острота ощущений не сотрется в моей памяти. Мы – это наше будущее. В будущем построены наши планы, нереализованные идеи, надежды, мечты, и все это там, в будущем, в новом дне. Мы останемся в наших детях, в нашем труде, в памяти людей даже тогда, когда станем прошлым. И круг замкнется. Моя светлая, добрая Лисаковская археологическая экспедиция. Мы андроновцы. Я хочу вам поклониться и сказать спасибо за все эти годы, которые вы были рядом и есть со мной. Своеобразная, разная, не задействованная на тендерах и на всем, мы живем. Это наше замечательное андроновское братство.